Добрый субботний вечер. В эфире программа «Четвертая власть», где мы обсуждаем самые насущные и актуальные темы минувшей недели. В студии Ольга Городкова, спонсор выпуска «Сибирский фонд сбережений». Вот и наступил 2014 год. По восточному календарю этот год лошади. А значит, работы предстоит очень много. Все мы болеем душой за наш небольшой, но очень уютный город. Поэтому сегодня у меня в гостях снова Сергей Хохлов. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. Ну что, Новый год наступил, что он нам готовит в сфере ЖКХ, что нас ожидает? Ну, во-первых, я хочу поздравить всех и вас, и всех жителей города Саяногорска с Новым годом, со всеми праздниками. Как говорят, наконец-то они закончились. Я могу сказать, что в среднем Новый год, старый год, 13-й год прошел у нас нормально, без каких-то глобальных потрясений, аварий и так далее. Новогодние каникулы достаточно долгие прошли также без эксцессов. Были незначительные вопросы по электроснабжению, то есть сильный ветер, мы знаем, все были. Но своевременно энергетиками эти вопросы устранялись. По обеспечению теплом, холодной водой у нас проблем практически не было. Вот. Значит, в новом году много вопросов задается по тарифам жителями. Значит, я официально заявляю, что, как и в прошлом году, в первом полугодии 2014 года тарифы останутся на уровне декабря 2013 года. Ну а с 1 июля тарифы будут увеличены в тех размерах, которые установлены приказом комитета по тарифам для Байкал-Энерго, это касаемо тепла и горячей воды. Ну, по электроэнергии там свои вопросы стоят, там будируются вопросы о социальной норме, которые сейчас вводятся в некоторых регионах. Но ну, пока еще непонятно, как она будет пока работать. к Хакасии это не относится, поэтому я думаю, что эту тему затрагивать на сегодня рано, да, на сегодня рано. Но работы все в любом случае предстоит много, год большой, планов тоже очень много. Ну вот уже пошли слухи, что в городе некоторые управляющие компании, конечно, молчат о поднятии цен, но слухов все равно ходит достаточно много, тем более появляются новые управляющие компании. Как в этой связи ситуация на рынке у нас? Ну, управляющие компании не молчат о поднятии цен. Каждая управляющая компания вправе и обязана согласовывать цены с жителями. То есть, во-первых, должны согласовать с жителями перечень работ, которые необходимо выполнить на их домах. И на основании этого должен быть утвержден тариф. На сегодня, я знаю, этот вопрос только в стадии решения. Управляющие компании, да, выходят на жителей. Есть очень много вопросов и к нашим жителям, потому что есть нормативные акты, в частности 290 постановление, которое оговаривает минимальный перечень работ, которые должны быть включены в тарифы. Многие жители и советы домов говорят, нам этого не надо. Поэтому вопрос идет, процесс идет. Мы стараемся держать этот вопрос под контролем. Вот. Но пока не будет, я единственное могу сказать, что пока не будет решения собственников об утверждении в конечном итоге тарифы должны остаться на уровне прошлого года. То есть ни одна управляющая компания не имеет права самостоятельно поднять тарифы. То есть, мы это увидим, в принципе, в феврале в расчетах за январь. Но это будет все незаконно. Но процесс, я повторяю, что он продолжается. Ну, и, насколько я помню, там же есть какой-то оговоренный срок. До какого месяца, до какого числа должны пройти все собрания и должны быть утверждены вот эти новые тарифы? Ну, с точки зрения законодательства, тарифы устанавливаются не менее чем на год. Поэтому конкретных сроков, что вот там в первом квартале должен быть изменен тариф за предыдущий год, такого нет. То есть до момента утверждения нового тарифа действует старый тариф. Ну, соответственно, что управляющая компания обслуживает данные дома именно по объемам, по старому, которые были утверждены в старом тарифе, ну и, соответственно, выполняет те работы. Именно так. Давайте все-таки вернемся именно к новым управляющим компаниям, которые все-таки начали появляться на рынке. У нас их и так немало. Да? Что это за компании? Как они позиционируют себя? Ну, эти компании условно можно назвать новые, поскольку все движения начались это в прошлом году.
Основные это РЭУ, РЭУ-2, как я уже говорил не раз еще с лета, это действующие работники жилищного треста Саченко, Бугаев сделали свои вот эти вот, создали управляющие компании и с лета, с осени проводят работу с жильцами по тому, чтобы начинать осуществлять управление многоквартирными домами. Да. Ситуация складывается следующим образом, что на сегодня нет точного подтверждения о том, что эти управляющие компании, они нам прислали письмо, что около 40 домов на эти две компании уходят это из обслуживания жилищного треста, но на сегодня нет данных о том, что есть согласование жителей. То есть легитимность выбора не подтверждена. Да, легитимность первая не подтверждена, и второе, у нас есть декабрьский ответ от них на наш запрос, что у них тарифы еще не утверждены. И поэтому без решения данных двух вопросов, да, ни одна управляющая компания приступать к обслуживанию просто не имеет права. Поэтому мы работаем с ними, послали еще один запрос буквально на днях, чтобы нам предоставили все указанные документы. Если эти управляющие компании будут все-таки работать в этой сфере, мы будем обращаться в органы прокуратуры и так далее для пресечения подобной деятельности. Ну, то есть жители, получается, опять вот в непонятной кашице находятся, да, вроде как платят в старую компанию, обслуживает новая, которая неизвестно как и что появлялась, то есть можно сказать, что мы возвращаемся к старым проблемам, или это проблемы уже новые и на новом масштабе? Ну да, я понимаю, что здесь над нами на всеми висит проблема двойных расчеток и так далее. И там были вопросы, что платите везде и всем. На сегодня я говорю, что обслуживающей организацией является жилищный трест город Саяногорска данных домов. И насколько я знаю, что договоров и на поставку коммунальных ресурсов с РКЦ у данных управляющих компаний еще нет. Поэтому я не думаю, что в феврале появятся какие-то расчетки за январь. Мы держим это под контролем, будем вас держать также в курсе, когда какая-то ситуация прояснится. Но вот, повторяю, около 40 домов, они изъявляют желание обслуживать. Я являюсь сам собственником одного из этих домов, которые находятся в перечне, но ни в каких собраниях я не участвовал, никаких бумаг не подписывал. Поэтому вопрос достаточно серьезный. Ну вот еще один такой злободневный, так скажем, вопрос, да, перегрев воды в летнее время. Он очень, наверное, еще с прошлого года активно обсуждался и в кулуарах власти, и среди жителей. На какой стадии сейчас этот вопрос находится, есть ли какое-то его решение? Действительно, я подтверждаю, что чисто технический перегрев горячей воды он присутствовал в городе Саяногорске. Связано это с техническими проблемами на котельной ОХКС. То есть, не буду вдаваться в подробности, но пришлось включать оборудование более большой мощности для потребностей города Саяногорска горячей воды. Это было недостаточно, поэтому приходилось держать повышенную температуру. Значит, и Байкал-Энерго признает этот факт. Значит, в декабре месяце была создана межведомственная комиссия с участием, прокуратуры, УБЭП, управляющих компаний, администрация, которые приняли 2 заседания. Первое заседание было в середине декабря, на котором было озвучено, чтобы просто посчитать, мы все говорим, перегрев, все-таки сколько это стоит? Перегрев – это некачественное предоставление услуги, поэтому она должна быть каким-то образом компенсирована. Значит, на втором заседании 24 декабря межведомственной комиссии был рассмотрен вопрос именно уже в количественном выражении. Были предоставлены согласованные цифры по данному перегреву, по компенсации. Цифры эти составляют, я уже в вашей программе озвучил, вашему телевидению, это 6,3 миллиона рублей. Если это считать в рублях, из них 5,1 миллиона это по жилтресту. И остальные 1,2 миллиона это по ряду других управляющих компаний. Я хочу сказать, что ни 1 рубль начислен в течение 2013 года за перегрев людям не было. То есть люди не платили. Я хочу это еще раз подчеркнуть, да, потому что много идет всяких слухов, инсинуаций в этом направлении. Люди не платили. Люди платят, как платили по 1,12, так и платят. Эта корректировка пойдет по строке отопления, поскольку это разговор идет о дополнительных гигакалорий, которые были предъявлены
РКЦ, я Не подтверждаю. кубических метра. Нет, гигакалории. Именно Гигакалории. Кубические метры по горячей воде, они были предъявлены жителям по факту, но я могу сказать, что процентов на 15-20 было в этот момент снижение количества горячей воды. Горячая вода слишком, меньше потребления. Да, меньшее потребление, больше холодное, холодное несколько дешевле, будем говорить, да, но это все, что касаемо граждан. И поэтому граждан, еще раз повторю, гражданам предъявлено не было в течение 2013 года. Было предъявлено Байкалэнерго управляющим компаниям, то есть дополнительные вот эти вот гигакалории. Значит, совместными усилиями специалистов и Байкалэнерго, РКЦ и управляющей компании были выведены данные цифры. То есть по каждому дому смотрелся перегрев, в определенное время, это было не всегда, да, там какие-то определенные дни, посчитана эта цифра. И на втором заседании Межведомственной комиссии было принято решение о том, чтобы РКЦ, как агент Байкалэнерго, сняли эти объемы, с управляющей компании. Что и было сделано. То есть решение данного совещание было выполнено. У нас есть подтверждающее письмо от Сахнева с перечнем управляющих компаний, где в деньгах, в гигакалориях стоит. То есть именно эти 6,3 миллиона были сняты с объема. Поэтому естественно, что они ни в какую корректировку за 2013 Можно сказать, что они год вроде как были, но их войдут. фактически и нет. Да, они сначала были, потом их сняли. То есть их на сегодня нет. И говорить о том, что сняли с людей там какие-то суммы за перегрев, это тоже неправильно, потому что им просто это не было. Снимают, когда что-то начисляют, потом снимают. Людям, еще раз повторюсь, начислено не было. Ну, раз уж о тепле, да, у нас в городе появилась схема теплоснабжения. Как она выглядит, для чего она нужна, что она дает? Ну, схема теплоснабжения, во-первых, нас обязывает закон иметь законодательный акт, иметь в городе схему теплоснабжения. Обязывает. С 2012 года мы проводили эту работу, там были проблемы и с выбором подрядной организации и так далее, но в итоге в декабре месяце мы от исполнителя получили эту схему, она есть в бумажном и электронном виде, и на сегодня проходит процедура ее согласования и утверждения. То есть в декабре мы разместили информацию по схеме теплоснабжения в газете, в интернет-изданиях, выложили ее на сайте администрации для просмотра, и процедура подразумевает следующее: все жители, желающие, да, у нас их достаточно много в городе, вот, они могут ознакомиться с данной схемой, она выложена в интернете, выдать свои предложения и замечания, и ориентируясь на феврале месяце, следующий этап – это общественное слушание. Будут проведены общественные слушания по данной схеме, и тогда уже по результатам и общественных слушаний, и устранений, и рассмотрение каких-то замечаний граждан, глава города будет принимать решение по утверждению схемы теплоснабжения. Я могу сказать, что в условиях договора с исполнителем заложено, что исполнитель за свой счет делает изменения в схеме, то есть это не догма, то, что вот сделали, они нам прислали, мы ее посмотрели, ну, не секрет, что мы ее возвращали на доработку, то есть это вариант каким-то образом уже несколько видоизменялся и исправленный. Поэтому замечания, которые будут признаны существенными, действительно, они будут просто внесены. Что дает эта схема? Во-первых, это выполнение закона. Во-вторых, это возможность привлечения каких-то инвестиций в системе теплоснабжения, то есть схема. В этой схеме отражены дальнейший путь развития города Саяногорска в части теплоснабжения там, до 2027 года. Что касаемо такой тоже популярный вопрос, это котельная Баскова. В данной схеме он существует, он обозначен как действующее предприятие, как минимум на 3 года, поскольку у нас письмо было и судебное решение, чтобы он работал не менее этих 3 лет. Но в дальнейшем планируется перевод тепловых нагрузок на котельную ХКС с выполнением ряда мероприятий. То есть там строительство перемычки, повысительных подстанций. Ну, еще один такой очень обсуждаемый вопрос, глава города часто поднимает его, это освещенность. На какой стадии у нас сейчас находится эта сфера? Ну, мы все знаем и понимаем, что в 2013 году
у нас с освещенностью, ну, честно скажем, работа шла достаточно слабо. Это связано с некоторыми организационными вопросами с хозяевами сетей Хакасэнерго. Вот, ну, в конце года, во второй половине года основные проблемы были решены. Работы по восстановлению освещения были выполнены и продолжаются на сегодня. Я вам приведу данные, которые были вот на последней планерке у главы. Это в майной освещенность это 91%, вернее Черемушка 91%, в майно где-то 88%, по городу около 84-85%. Но хочу обратить внимание, это не освещенность всего там поселка, города и так далее. Это процент работающих светильников от всех установленных. То есть установлено 100 штук, да, из этих 100 условно горит 90. Это одна из проблем, которые мы решаем. Вторая проблема – это то, что есть светильник, но нет не в работоспособном состоянии оборудования, провода там и так далее. Это у нас улица Успенского, вот, от кольца туда до Кондигира. Там сейчас как раз масштабные работы идут, да. И планируются. Улица Ленина. Вот, есть светильник, но не работает. По рекомендации Хакасэнерго они просто говорят, что почему линии не работают, то, что не хватает подключений. Поэтому мы вынуждены монтировать новые столбы, новые линии. Вот, в частности, с правой стороны от Кондигира там 3 столба установили до новой трансформаторной подстанции. Я думаю, в январе месяце мы улицу Успенского все-таки освещение восстановим. Следующим этапом будет на улице Ленина, вот и тоже от кольца, вправо туда от Амыла. Здесь же мы обязательно сделаем вот наш самый такой в не очень хорошем состоянии в части освещенности, это переход на улице Ветеранов, да, перед кольцом, там темно ночью, я сам автомобилист езжу. Вот мы там установим 2 светильника. Ну, в перспективе сделаем там красные эти полосы и так далее. То есть я думаю, в феврале месяце мы улицу Ленина как бы восстановим там освещение. Но параллельно это разные вещи, то есть это одна команда работает на, ну, назовем так, монтажные работы, да, и будем продолжать уже работы по замене лампочек. Мы знаем, что есть много вопросов по тем улицам, где нет освещения вообще. То есть мы говорим о том, что есть лампы, но они не горят. Это одна тема. И там, где нет освещения, допустим, улица Рабовича в Майно, да, ну еще ряд улиц в городе. Но это следующий этап. Эти работы требуют проектирования, эти работы требуют уже более большого объема денежных средств. Других денежных средств. Но эта работа у нас под контролем, мы ее будем продолжать. Какие сроки сейчас говорить не буду, как более близко, как всегда мы с вами. Да? Нет, ну конечно, когда уже будут конкретные факты, конкретные к обсуждению, тогда я вам обязательно доложу. Ну это очень хорошо. Я думаю, горожан это порадует, такая новость. Еще один такой немаловажный вопрос, это, конечно же, наши любимые дороги, дворовые территории. Есть какие-то планы на этот год? То есть, может быть, уже какое-то финансирование заложено? Как будет вестись работа по дорожному фонду? Да, мы понимаем, что, как у нас везде говорят, дороги, одна из основных проблем, вторая всем понятна. В России во всей. Да, в России во всей. Значит, в прошлом году я неоднократно рассказывал про наши дороги, говорил про трудности, про невыполнение подрядчиком объемов работ. Ну, по итогам могу доложить, что из 6 миллионов по дорогам самим выполнено работ на 5,5 миллионов рублей подрядчикам. Из 3 миллионов по дворовым территориям работают на 1 миллион всего. Не успевают осваивать деньги? Это нет, это такие подрядчики. То есть по дворовым территориям, я вам говорил, 15 сентября был заключен контракт, они приступили там в октябре, потом снег, дождь и так далее. Да, это недобросовестность подрядчика, хотя денежные средства они были. Простите, Сергей Анатольевич, мне кажется, в этой связи стоит отметить то, что это не вы выбираете подрядчиков, это конкурс существует. Да. Целая процедура, которая довольно много времени занимает, сложностей, трудностей, и, собственно, побеждает именно тот, кто дешевле окажет эту услугу, а не тот, кто окажет ее качественнее. Это требования такие. Да, это есть требования федерального законодательства, 94-й закон, мы работали в прошлом году по нему, в этом году уже 44-й закон, он несколько меняет и ужесточает выбор подрядчика. Все направлено на то, чтобы бюджетные деньги были расходованы правильно, чтобы они не воровались и так далее. Но там есть такие самые значимые факты для нас, то есть мы готовим документацию на конкурс,
выставляем на электронную площадку и все. Через 1,5 месяца, там 30-40 дней мы получаем просто вот там такой-то ИП Петров выиграл данный конкурс. Тоже было касаемо и работ по скверу и так далее. Да, мы не знаем, кто это, что это. Ну и на дороге выходил один и тот же подрядчик, уже там 2 или 3 не имея, года собственно говоря, даже последние. почвы, чтобы выполнять нет, эти работы. они все имели, просто не имели, будем говорить, желания. Но они были одни, других не было. Поэтому вот мы имеем, что имеем. Да? Но все равно я считаю, что мы выполнили все-таки определенный объем работ. Сегодня на дорогах уже нет тех ужасающих ям, по которым ездить нельзя. Мы сделали ямочные ремонты дорог. Есть, конечно, проблемы по Ерыгину, по металлургам. Вот. Потратили в общей сложности, не потратили, а использовали денежные средства в районе, если считать еще 2 миллиона на горные, то получилось около 9 миллионов. В прошлом году мы израсходовали на ремонт дорог в общей сложности. Что теперь касаемо 2014 года? Понимая всю значимость данного вопроса, значит, в бюджете города Саяногорска, я могу на сегодня доложить, это уже сессия прошла, утверждена, в общей сложности на все виды заложено 17 миллионов рублей на ремонт дорог. Значит, распределение там следующим образом, эта часть будет выполнена на дворовых территориях, около 5 миллионов рублей. То есть в прошлом году мы сделали, планировали на 3 миллиона, да, сделали на 1 миллион. То есть мы уже объявили конкурс, уже есть результат. Уже вышел подрядчик нам именно на первую часть, первый тендер на дворовые территории на 2,8 миллиона рублей. То есть мы туда включили те, что не были выполнены в прошлом году. Да. Сейчас готовится тендер на вторую часть дворовых территорий, там тоже порядка 2 миллиона с копейками. Вот, то есть этого что касается, я думаю, что 90% дворовых территорий мы в этом году за лето сделаем, за лето вылечим и сделаем. Но это опять-таки не сплошная заливка, это опять уход от того бардака, который у нас творится во дворах, да, где по 15-20 сантиметров там ямы. Хотя, в принципе, ямочный ремонт в прошлом году сделали, да, как я говорил, и у ГУСа сделали, там, у Сбербанка, в 8-м микрорайоне. Ну и по металлургам фонд частично был произведен. По металлургам, то есть, ну, процесс идет. Я думаю, заявки у нас есть, и ямочный ремонт мы процентов на 90 сделаем. Дальше у нас идут денежные средства, это на дороге. Значит, 5 миллионов рублей планируется и заложено в бюджете на ремонт улицы Металлургов. Вот, и, как вы помните, Виктор Михайлович Зимин приезжал, значит, давал поручение республике, то есть совместно с городом Саяногорска, конкретно по улице Металлургов был вопрос. Я на днях встречался с министром транспорта Егором Сергеем Леонидовичем и получил подтверждение, что да, республика будет участвовать в денежных средствах. Ну, сумма обозначена была около 10 миллионов, но на сегодня пока конкретного решения нет. Поэтому мы планируем. Но плюс тому еще, что они обещали нам оказать техническую помощь в разработке технической документации, чтобы правильно это было сделано. Я хочу обратить внимание, что хоть как там меня не называли, да, но ямочники там плохо делают. Я сам категорически против ямочного ремонта на дорогах, потому что мы знаем, это просто латание дыр, да. Поэтому на сегодня мы переходим на сплошную заливку. То есть заливку либо полностью сплошняком идем, всю заливаем, либо какие-то участки, но заливаем картами. То есть не вот этими дырочками, да, вот этими дырочками а кусками. Не будет. Но, возможно, если там за зиму какие-то эти дырочки большие возникнут, все равно придется их... Но от этого тоже не уйдешь. От этого не уйдешь, потому что это безопасность дорожного движения. Там, я не помню, 5 сантиметров, по-моему, глубина не более должна быть, или 3. Поэтому мы все равно будем делать. Вот. И я думаю, еще около 5 миллионов мы потратим на улицу Ерыгина. То есть я вам назвал цифру 17, если республика даст еще 10, будет 27. Ну это уже приличная сумма. Да, это уже достаточно приличная сумма, и я думаю, основная задача это нам ее освоить, и я думаю, к осени мы подойдем. Ну и все работы должны быть завершены к концу сентября. Как это положено, чтобы мы в снег, там в дождь друг друга. Поэтому контракты мы все должны заключить январь-февраль месяц, объявиться. Вот, и к апрелю месяца мы должны иметь уже всех подрядчиков потенциальных на выполнение данных работ, чтобы в мае месяце это уже подрядчики приступили к работе.
Так что я думаю, ситуация у нас изменится. Ну, будем надеяться. Прошлый год нам подарил еще одно новшество в сфере ЖКХ. Это городская жилищная инспекция. Как можно оценить ее работу вот за тот период, что она отработала в прошлом году? Какие результаты? Ну, мы не одними из первых, мы первые в Республике Хакасия организовали эту муниципальную жилищную инспекцию, там работает на сегодня 2 человека. Но в основном могут сказать жители города, нужна эта инспекция, либо нет. Потому что на сегодня более 500 посещений было в эту жилищную инспекцию. Люди приходят по 10, по 15 человек по любым вопросам касаемо сферы ЖКХ. Это и расчетки, изменение расчетов, это и правильность оформления документов и так далее. Но вот основная функция, тем более сейчас вот в конце декабря вышел нормативный документ по Республике Хакасия, который расширяет деятельность муниципальной жилищной инспекции в части контрольных проверок домов и так далее. На сегодня, если раньше были определенные ограничения, на сегодня муниципальная жилищная инспекция имеет право проверять практически все управляющие компании, кроме одной. Это там центральная, ну, не будем по ряду причин, да? Это же центральная, да? Это центральная, поскольку там один дом, и там просто нет муниципальных квартир, да. Вот. Но пока этот пункт еще из жилищного кодекса не убран, то, что слово муниципальное, да, но управляющая компания, везде есть муниципальные квартиры, поэтому будем проверять. Есть график, согласованный с прокуратурой, там около 10 проверок будет выполнено и так далее. Но одним из основных функций работы жилищной инспекции, это вот о чем мы говорили, правильность проведения вот этих вот смены способа управления, смены выбора подрядчика. Мы серьезно занимались домом 8 в 8, там есть желание жителей выйти в регион 19, там сейчас в суд уже пошли, но мы это как бы тоже свои рекомендации высказывали. Дальше вот серьезные в мае проблемы, там люди на непосредственное управление оказываем консультативную помощь. Значит, у нас разработан график, мы будем выезжать и в Майно, и в Черемушки, и я, и жилищная инспекция, будем проводить там приемы граждан и так далее. То есть спектр довольно обширная, работы, в общем-то, много. Работы не просто много, а очень много. В этом году еще прибавляется пласт, еще серьезная тема, это вот то, что было озвучено по установлению тарифов на коммунальные услуги, да-да-да. То есть это утверждение перечня работ, утверждение тарифов. Этими вопросами тоже будем помогать управляющим компаниям, проводить разъяснительную работу. Ну и очень большой пласт – это капитальный ремонт жилого фонда. Значит, почему мы о нем как бы на сегодня сильно не акцентируемся? Потому что опять вновь введены определенные нормативные акты, подписаны, да, президентом подписаны, об изменении сроков. Изменение сроков, это все переходит на конец года. Вот, и мы сейчас ждем изменений в жилищный кодекс. То есть трактуется в двух положениях. Вот когда в жилищном кодексе это все будет изменено, мы обязательно к вам... В соответствии друг с другом все приведут. Да. То есть сверху Дума утвердила, президент подписал. Теперь нужно изменение в жилищный кодекс. Тогда мы четко определимся по срокам, потому что там очень большой пласт работ. То есть там каждый житель, каждый дом, вернее, должен выбрать способ оплаты капитального ремонта. Но я хочу сказать, что платить обязаны все, есть законы. Поэтому если кто-то думает, что я там буду платить, не буду платить, да, где-то сижу, такого не получится. Почему? Потому что этими оплатами будет заниматься в основном региональный оператор, региональные деньги будут проходить через Хакасию. И каждому жителю будет приходить отдельная расчетка, это не будет там жилтрест или РКЦ кто-то, будет отдельная расчетка. Определен... Ну там же и тариф свой на каждый дом будет, тариф, своя цена. Да, тариф буквально сегодня пришел приказ, то есть это 4,8 рубля за квадратный метр, где нет лифта, и 5,2 рубля, где есть лифт. Ну потому что лифт дорогостоящее оборудование. Лифт более сложное в обслуживании, поэтому... И тут решения должны проведены собрания. Вот тут это очень большой пласт работы. Все дома, буквально все дома, должны будут провести собрания. Тут как раз попадает на летнее время, так что летом скучать нам будет некогда. Но, скорее всего, что ремонты, ну, еще скажу по программам. Программы сверстаны с условием начала работы в 2014 году.
но сейчас они переделываются, уже пойдут с 2015 года и так далее. Как это все будет более-менее понятно, мы обязательно выйдем, мы соберем в большом зале людей, пригласим и Госжилинспекцию, там Арокина или с Минрегиона, кто, и мы обязательно людям всем расскажем, какая процедура будет, что, кто будет, как платить и так далее. Там нюансов очень много. Ну что ж, Сергей Анатольевич, год предстоит большой, трудный. Остается пожелать нам всем, наверное, чтобы он был успешным, удачным, и чтобы все те планы, которые были намечены, они реализовались в полном объеме и с высоким, хорошим качеством. Да, спасибо. Я уверен, что мы справимся со всеми этими нашими заботами, ну и будем стараться, чтобы город у нас был лучше и лучше. И на этом у нас сегодня все. Спонсор выпуска Сибирский фонд сбережений приготовил саяногорцам новогодний сюрприз. Проценты все и сразу. Подробности по телефону 6 21 21. А я с вами прощаюсь. Хороших выходных и до встречи на Первом городском. Помнишь, как мы любили, как встретились, как спешили жить и всегда успевали. Тебе повезло. Ты умер сразу. Не превышайте скорость, не проезжайте на красный. Напрасный риск, разбитая жизнь. Артрит, артроз, остеохондроз, гипертония. От этих и других заболеваний может помочь аппарат Елатомского приборного завода «Алмак-01». 27, 28 и 29 января с 10 до 18 в аптеке «Гармония и здоровье» по адресу Советский микрорайон, дом 38. Кредит, который выполнит мечты, отправит к морю, дом построит, дачу. Муниципальный банк, как верный добрый друг, под Новый год вам принесет удачу. Готов помочь всегда. Он уникальный. Мой лучший друг. Мой банк. Муниципальный. Печь в доме. Правила безопасности. Никогда не применяйте для розжига печи горючие жидкости. Дверца печи должна плотно закрываться. Не размещайте рядом с печью горючие материалы. Перед печью обязательно должен быть настелен металлический лист. Не допускайте перекала печи. Необходимо регулярно чистить дымоход. Высыпайте золу и шлак в безопасное место. Соблюдайте правила пользования печью, и вы убережете свой дом.